Название этого инструмента звучит как холодное оружие. Ятаган еще недавно считался потерянным в истории башкирской музыки. Даже после воссоздания в мастерской Академии искусств ему было суждено еще 5 лет пылиться на складе музыкальных инструментов. Некому было играть. Пытались, но ни у кого ничего не получалось. И в 2012 году, когда вот мне дали, в общем-то, после того, как потерпел он 3 реконструкции, ну так, доработки, скажем, он начал звучать. Над возрождением ятагана работали фольклорист Айрат Кубайгушев и мастер по изготовлению инструментов Гульнур Галимова. Конечный результат все же отличается от древнего башкирского прототипа, самые поздние описания которого приводятся в еще дореволюционной литературе. По просьбе Ильдара к изначальным 7 струнам были добавлены еще 2. Кроме того, на современном ятагане струны стальные, в то время как в прошлом мастера использовали для них куда более мягкий материал. Жилы животного брались. Самое интересное, что бралась жилка, а вместо подставки использовалась костяшка барашка. Косточка, коленная косточка барашка. Подставки на возрожденном ятагане деревянные. Кроме того, была добавлена одна басовая струна, в то время как в башкирском варианте все струны были одинаковыми. Такую доработку Ильдар сделал по примеру подобных инструментов у ряда других народов, например, хакасов. И у них, поскольку горловое пение развито тоже, они настраивают эту струну под горловой тон и от него уже отталкиваются, идет аккомпанемент. То есть фактически получается, что по большому счету инструмент больше однотональный. Открытые струны ятагана, как правило, звучат в унисон. Звукоряд же зависит от установленного положения подставок. Подстраиваешь. Для каждого произведения я настраиваю по-разному. Это может быть и диатоника, это может быть и пентатоника, поэтому под каждое произведение приходится по-разному настраивать. Для игры музыкант активно использует обе руки. Правая извлекает звук, левая служит для создания различных эффектов, значительно обогащающих мелодию. Она делает либо вибрато, либо делает подтяжки, либо глушит звук как-то. И получается такой эффект интересный. Или можно подтяжки. И левая рука еще и служит для того, чтобы иногда глушить звук. Подобные инструменты есть абсолютно у всех тюркских народов, благодаря монголам. К последним ятаган, в их варианте называемый ятак, пришел из Китая. В известном фильме «Орда» Сергея Прошкина есть сцена. Перед ханом выступает китайский фокусник. Обратите внимание на инструмент, под аккомпанемент которого идет представление. Совсем недавно на одном из концертов Ильдар Шакиров презентовал свой новый инструмент – ятаган, сделанный мастером из Красноярского края. Он больше и имеет целых 13 струн. Стоит отметить, что несмотря на размеры, инструмент звучит чуть глуше, зато очень хорошо раскрывается при игре медиатором. Ну, вроде да.